Исәнмесез, дуслар! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вот уже третий год подряд Конгресс татар Челябинской области приглашает меня, ведущего из Казани, чтобы встретить Новый год вместе с вами. И я всегда с удовольствием принимаю приглашение, потому что здесь, на Южном Урале, живут добрые, отзывчивые, талантливые люди. И вы сами, дорогие друзья, сегодня в этом убедитесь. И прямо сейчас я передаю слово моей коллеге, ведущей программы «Хазина», очаровательной Веронике Сафиной. Исәнмесез, кадрле дуслар! В ближайшие 1,5 часа вас ждет встреча с удивительными гостями. Рассказ о самых интересных проектах Конгресса татар Челябинской области в уходящем году. Телемост свяжет нас с Уфой, Магнитогорском, Златоустом и другими городами Южного Урала. Один из лучших кондитеров мира Игорь Тумаркин расскажет нам, как удивить гостей. Мы накроем настоящий татарский новогодний стол и споем вместе с любимыми артистами. У каждого зрителя будет возможность получить новогодний подарок от Конгресса татар Челябинской области. И впервые герои любимых новогодних фильмов заговорят на татарском. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного. Спасибо, Вероника, рахмет. Ну а первыми, кому мы доверим поднять ваше настроение, будет популярная казанская группа «Казан Егитләре». Beyleme Şatlıklar, bəxtlər Delik biz eydəli Күңелләр saf bulsun Yürekdə yaktırsın Məhəbbət Ömürlük bulsun Жырлыйбыз бергәләп Һәр беребез белә яңа еллар килә Сагыш артта калсын, бәхет муллык артсын Дөньяда иминлек яусын Nasip bulsan gel Dostlar varlığın duyarga Ak jırlar kilerge, ak diller dilerge Can dostlarım kilgen Yana yıl bilen Yana yıl bilen Yana yıl bilen Yana yıl bilen Akkarlar siville, күңелләр сөйенә Бер яңа ел килә, күктән нур түгелә Дуслар белән без дә кабатлыйбыз бергә Тагын бер яңа ел белән Яңа ел белән Теләкләр чынга ашсыннар Сәгать сукканда Ярлар бер-берсен тапсыннар Шәрәпләр ашылсын, күңелләр шат булсын Бүген бит зур бәйрәм Яңа ел белән Яңа ел белән Теләкләр чынга ашсыннар Сәгать сукканда Ярлар бер-берсен тапсыннар Шәрәпләр ашылсын, күңелләр шат булсын Бүген бит зур бәйрәм Яңа ел белән Яңа ел белән
Дорогие соотечественники, братья, челябинцы, прежде всего я хотел бы поблагодарить всех жителей Челябинска, которые во все времена живут дружно, трудятся результативно. Тем более Челябинская область является хребтовым для всей российской государственности во все времена. И то, что в Челябинской области создано условия для мирного, спокойного жития-бытия людей многих национальностей и конфессий, мы за это очень признательны. Я хотел бы от всей души пожелать от имени татарстанцев, лично от себя, от имени президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова дальнейших успехов, благополучия и здоровья в наступающем 2013 году. Мы продолжаем, и сейчас в нашей студии наш самый первый почетный гость. Это муфтий Челябинской и Курганской области Ринат Хазрят Раев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Поздравляю вас с Новым годом, Яңа ел белән сезне. Скажите, пожалуйста, вот как вы встречаете Новый год? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ну, во-первых, традиционно в семье, в кругу родителей это отмечалось. Но на сегодняшний день это в кругу своей семьи, с детьми, с родственниками. Этот праздник именно Нового года отмечается с новыми пожеланиями, с молитвой, ибо каждый из нас просит о Всевышнем, просит о помощи с молитвой, чтобы этот Новый год был благополучен для всех, для семьи, в целом для нашего общества, для страны и в целом во всем мире. Ну вот в мусульманских странах, как вообще, есть ли такая традиция встречать Новый год? Или это не такой существенный праздник? В мусульманских странах, арабских странах она отмечается в основном по лунному календарю. Но этот праздник тоже она отмечается, но не в таком масштабе, может, но все вот, в кругу друзей, с которыми мы общаемся, они тоже это принимает. Ринат Хазрят, вот в этом году в Южном Урале прошел всероссийский сельский сабантуй. Вот я знаю, вы там присутствовали. Ваше вот мнение, как прошел, удался он, как? Действительно, этот всероссийский сабантуй, он был образцовым, потому что мы, общаясь в других регионах с нашими соотечественниками, нашими единоверцами, мы услышали, действительно, этот сабантуй, во-первых, был он без спиртного. Это именно люди отдыхали в кругу своих друзей, с семьями. Люди просто отдыхали и наслаждались вот этим праздником, где они увидели и культуру своего народа, представление, концерт. От этого всех это в первую очередь дало для людей самих, для наших, кто участвовал, не только татары и башкиры. Этот праздник, он стал уже всенародным. Этот праздник дал много поучительного и подрастающему поколению, где действительно люди отдыхали, и этот праздник удался. Ну, мне кажется, немалой заслугой и вас лично, и, конечно же, Конгресса татар Челябинской области, и Елены Рафиковны Колесниковой. Я думаю, это пример для всей России. Молодцы, молодцы, как говорится, не подвели. Аллаха шикар. Ну что ж, уважаемые друзья, сегодня у вас есть уникальная возможность получить новогодние подарки от Конгресса татар Челябинской области, поэтому внимательно смотрите нашу сегодняшнюю программу. Вопросы будут задавать наши уважаемые почетные гости, а вы, телезрители, присылайте свои правильные ответы на почту Конгресса татар Челябинской области. И наш первый вопрос задает Ринат Хазрят. Прошу вас. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Как называется Новый год у персидских народов? Дорогие телезрители, кто первым пришлет правильный ответ на этот вопрос, получит вот такой замечательный подарок от Рината Хазрята, самый настоящий Коран. Ринат Хазрят, вы сегодня самый первый гость в нашей программе, и самое первое поздравление для всех жителей Челябинской области и Южного Урала. Прошу вас. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дин буминда, мухтарам, мусульман кардашларыбыз, милләттәшләребез, ватандашларыбыз.
Сезне баршагызны Челәбе һәм Курган өлкәсенең Диния назарат исеменнән, аңа баглы булган мәхәлләрендә яшәүче мусульман кардәшләребезнең исеменнән тәбрикләр һәм сәламнәребез әйтәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Яңа елларыбыз мүбарәк булсын. Яңа теләкләр белән, яңа изге ниятләр белән Аллаһның рәхмәтенә ирешерлек, изге гамәл гыйбадәтләр кылып, гаилә бәхетләренә һәм Аллаһның рәхмәтенә ирешерлек гамәл гыйбадәтләр кылып, барчабызга да Аллаһ Тәгалә тынычлык, иминлекләрне мияссәр кылып, яшәүләребезне Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Амин, амин, шулай болсын. Бик зур рахмет сезгә, Ринат хәзрәт, и от Конгресса татар Челябинской области сезгә кичкенә генә бүләк. Бик зур рахмет. Уңышлар. Яңа ел белән сезне. С Новым годом. Мы продолжаем, и я вновь передаю слово Веронике Сафиной. Рахмет, Руслан. Всероссийский сельский сабантуй в поселке Дубровка действительно стал одним из самых ярких событий уходящего года. Каждый из гостей праздника нашел в нем что-то свое. Азартные состязания, зрелищные скачки, зажигательные татарские мелодии. А кому-то больше по вкусу пришелся ароматный бишбармак. Давайте ненадолго вернемся в солнечное лето и вспомним, как это было. Это один из самых вкусных рекордов. 15-килограммовый чак-чак. Его приготовили в Центре гостеприимства Европа. Автор, тоже рекордсмен, один из лучших кондитеров мира Игорь Тумаркин. За рекордно короткие сроки в пустом поле вырос целый город. Кукмарское подворье самое большое. А возле шатров Конгресса татар Челябинской области ни на минуту не смолкают музыка и песни. В торжественном шествии-концерте приняли участие более 1000 человек. Южноуральский сабантуй стал и самым представительным. Среди почетных гостей руководители 3 субъектов Российской Федерации – президенты Татарстана, Башкирии и губернатор Челябинской области. За активную работу и организацию праздника Рустам Миниханов вручил председателю исполкома областного конгресса татар Лене Колесниковой ключи от автомобиля. Хочется сказать несколько слов благодарности за то, что наша работа, которую многие люди делают каждый день, отдавая свое сердце, свою душу, оценена по достоинству. Специально к Сабантую Златоустовская оружейная фабрика выпустила памятные медали. В качестве подарков их получили все почетные гости. Нынешний Сабантуй стал еще и самым щедрым. Мне бы хотелось, чтобы вот та энергия, которая сегодня зарядит всех людей, помогала им каждый день в жизни, в работе, поддерживала их. И еще один рекорд установили все участники – 70 000 улыбок, ровно по количеству гостей. Ведь грустным с Всероссийского сельского сабантуя не ушел никто. По-моему, у новогодних праздников и сабантуя есть много общего. Например, большое количество вкусной еды. И сегодня специально для вас мы приготовим настоящий праздничный новогодний торт. И поможет мне в этом один из лучших кондитеров мира Игорь Тумаркин. Игорь, ну как, вы готовы к встрече Нового года? Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, дорогие телезрители. Нам осталось только приготовить новогодний торт. Для этого нам сегодня понадобится яйца, белок, желток, сахар, сливочное масло, белый шоколад, грецкие орехи. Это будет нежное хрустящее безе со сливочным кремом и грецкими орехами. Мы сделаем наш торт в виде новогодней елки. Итак, для начала мы приготовим хрустящее безе. Для этого мы собьем 9 белков и 490 грамм сахара. Итак, наш белок взбился. Далее при помощи кондитерского мешка мы отсаживаем наши меренги. Дальше мы отправляем нашу меренгу в духовку на 100 градусов примерно на 1,5-2 часа. Окей. Насеньканың шештол минекинен матуррак. Синеке кыйммәтрәк. Синеке ермекедән алдык. Син антылымын тамырын кисеп ат әле. Бей кисеп атса мине кай җиреннән тотып өстерим бей. Без антылымына чүпрәк ябабыз. Никәле син шапшак ашарга бар эшләргә юк. Бар әле, зәһәр елан.
үйні әйбәтрәк жештіріп шық. Елі, өлшеп қара. Принцесса. Мен не деген принцесса? Yok, принцесса түгіл. Кімсің? Ханбикке! Продолжается наша новогодняя программа, и я с удовольствием представляю вам гостей, которые пришли к нам в студию. Это великолепная семья Габбасовых, внук Виль, его любимый дедушка и бабушка Рашид Фазолович и Сюнибеке Бариевна. Исянмисыз, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, благодаря им в Челябинске не только появилось огромное количество красивых, уютных домов, но и стали возможны многие проекты Конгресса татар Челябинской области. Это одни из самых активных меценатов, которые стремятся сохранить татарскую национальную культуру. За это вам большое спасибо, Бигзур Ахмет сізге. И я смотрю, вы не с пустыми руками к нам сегодня пришли. Да, вот традиционно на новогоднем столе у нас присутствуют фрукты. Бабушка испекла свой пирог. Что за секрет пирога, интересно? Bu pirogni men pişirdim. Yangi yıl bayramı için. Özümüzün sattavsa bek yaxşı qarağat, qarlıgan degan söz var, qarlıgan. Qo'shasin boshqa alma. Barысы birga o'tkazib yaxshi qamir yasaysın. Shu qamir дрожжевой. То есть идешь в любой магазин, где продают татарские пироги, и покупаешь, да, я так понимаю? Да. Это шутка. Пирог ручной работы из смородины. Бигзур Ахмет, наш стол, который мы сегодня собираем, новогодний стол, украсть эти два блюда. Бигзур Ахмет. Ну а какие у вас традиции есть вот в семье Габбасовых? Как встречаете Новый год? Раньше отмечал в кругу родителей, а в кругу родни позже, в кругу друзей. По-разному, по-разному. Всегда хочется разнообразить праздник. Виль, я знаю, что вы строите мечеть в Кыштыме. Как продвигается вот работа? Работа продвигается по графику. Сдать мы ее планируем в начале следующего года, где-то весной. То есть все идет. А что за проект? Вот кто придумал проект, кто помогает вам строить? Проект был разработан институтом Челябгражданпроект. То есть здесь мы никакой самодеятельности. Здесь проектанты сделали красивый проект. Мы его воплощаем в жизнь. Но это первый ваш опыт строительства мечетей? Да, это первый. Достаточно такой масштабный проект получается. Ну а вы как часто ходите вот в мечеть Сюнибеке? Да, хожу. Мне очень нравится Сюнибеке. Вот откуда, как вы думаете, откуда ваше имя? Откуда мое имя? У меня мама из Татарии приехала. Татарка. Вышла замуж за местного человека замуж. А все-таки меня назвали они Сюнибеке в честь вот этой мечети казанской. Ну, вы в Казани были вот на этой мечети? Я сама не была в Казани, дети ездили. Но мне кажется, Виль, вам надо исполнить желание бабушки и сфотографировать ее рядом с минаретом Сюнибеке в Казани. Обещаете? Ну, свозим обязательно. Как мечеть достроить, скажи? Ну да. Сейчас можете какую-нибудь красивую нам песню или стихотворение исполнить? Все-таки Новый год, настроение поднять. Unutulay boylarında, oylar толқынына көміліп, негегіне ерекем, сендегіне екен, сендегіне екен көңілім. Бигзур Ахмет, даже Рашид Фазулович сразу, да, вспомнил слова и запел, и настроение поднялось. Действительно, у татар жерлары һәр вакыт күңелләребезне күтәрелә. Спасибо большое, спасибо. Ну что ж, Виль, с вас и с вашей семьи поздравления всем жителям Южного Урала и Челябинской области. Всех жителей нашей области хочется поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать всем счастья, здоровья, полной чаши, крепкого домашнего очага. И пусть все будут здоровы. Челябі өлкәсендә яшәгән мөселманнар, мин сезне барыгызны да яңа ел белән тәбрик итәм. Киләсе елда яхшы уңган эшләрегез булсын, гомерегез яхшы үтсен, күңелегез шат булсын, балаларыгызның игелеген күреп рәхәт яшәргә язсын. С Новым годом, с новым счастьем. Великолепная семья Габбасовых была в нашей студии, которая и поет, и чтит татарские традиции. Сізге Бигзур Ахмет, уңышлар, бәхетләр и подарки от Конгресса татар Челябинской области, которые, я думаю, поднимут вам настроение. Бигзур Ахмет, до новых встреч. Яңа ел белән сезне. С Новым годом! Рахмат, Бигзур Ахмет.
А я передаю слово моей коллеге Веронике Сафиной. Спасибо, Руслан. Предлагаю всем нашим зрителям перенестись в город Еманжелинск и узнать, как там готовятся к встрече Нового года. Хватит грустить, дядя Женя. Бюджет принят, котельные разожгли, конкурс «Татарочка» состоялся. Можно праздновать. Да как же мне праздновать, ребята, когда не всех еще поздравил, кого хотел бы поздравить. Зауральцев поздравил, красногорцев поздравил, еманжелинцев поздравил, а всех жителей Челябинской области еще не поздравил. И как это сделать, ума не приложу. Дядя Женя, мы вам поможем. Исян Месес, Урал, татар-ларынар, салям. И не только татар. Я приветствую всех жителей Челябинской области. Еманжелинский район, территория благоприятная для всех народов. Поздравляет всех с наступающим 2013 годом. Başlağaçı taşılamıyla Hey, adam ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri, 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 sayri Sağındıra başladı Hey, adam ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri, 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 sayri Sağındıra başladı Hey, hop, hop, hop Eydeli kızlar, eydeli, eydeli, eydeli Olma bakşasında Üzümü gülü bakşasında Küzem Yazıp tügeli söyleşip de Bederlik tügeli sözüm Kolum ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri, 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 sayri Sağındıra başladı Kolum ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri, 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 sayri Sağındıra başladı Hop, 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 hey Haydi kızlar Hop Kolum ağaçının ağaçından Koşuk yundum mini sina 16'da 17'de Koşuk buldum mini sina Kolum ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri, 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 sayri Sağındıra başladı Kolum ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri, 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 sayri Sağındıra başladı Eydeli Ruslan Maturiti ve Ucan Jipereli Dostlar alkışlar bilen Hola! Hey, 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 hey Olma birili, olma birili, olma şeşe gittirili Başkalarına kuzide salmayayım seni kurgenden birili Kolum ağaçları, sayri sandık ağaçları Sayri, 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 sayri Sağındıra başladı
Kolum ağaçları, sayri sandık ağaçları. Sayri 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 salındıra başladı. Sayri 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 salındıra başladı. Sayri 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 salındıra başladı. Эй, Дуслар! Эй, Дуслар! Күчлі алқышлар, друзья! Ваши аплодисменты! Бу ни мөгҗизә? Син кайдан? Өйден. Өйдән дисең? Җылымы соң сиңа кызым? Жылы, бабакаем, Суыкжан. Жылы. Әле дә җылымы сиңа матур кызым? Жылы, Суыкжан бабай. Жылы, бабакай. Тыйнак икән син кызый. Кире беткән түгел. Мә, бүләк итеп ал минем тунымны. Ә үзең, бабакай? Үзең туңмыйсыңмы? Тулмасыңмы, инеш? А у нас в студии следующий гость. Позвольте мне представить главного редактора журнала «Теленедели Челябинск» Рифата Абдрашитова. Исәмесез, Рифат? Исәмез. С наступающим вас Новым годом. Яңа ел белән сезне. Рахмат, сезне дә шулай ук. Вот без чего вы не представляете Новый год, Рифат? Новый год, ну, во-первых, это должна быть елка с гирляндами. Потому что просто елка — это, конечно, хорошо. Но настоящий праздник наступает вечером, когда ты засыпаешь и видишь в углу все темно, и она разными лампочками светится. Вот этот момент праздника. Ну и, конечно, новогодний городок ледовый. Это Новый год. Ну а еще, наверное, мандарины. Я привез вам в подарок на Новый год к новогоднему столу именно мандарины. Спасибо большое, Бигзир Ахмед. На самом деле, Рифат, вот мандарины и Новый год — это великолепная ассоциация, потому что в детстве я мандарины ел только в Новый год, кстати. Да, я первое, что из кулька доставал, это именно мандарины. И сейчас, когда хочется себе поднять настроение, самый простой способ — это вот купить себе мандарины, и почему-то сразу наступает ощущение праздника. Ощущение праздника, потому что вы сегодня с нами. Кстати, вот, Рифат, вы какие вот новогодние фильмы предпочитаете, например? Представьте, вы сидите на диване, ряхаттанып, кушаете мандарины и смотрите что? Ну, я разное кино смотрю. В детстве у меня был любимый фильм, это «Новогодние приключения Пети и Маши». Потом, конечно, долгие годы это была «Ирония судьбы», это потому что пока нарезаешь салаты... один канал и другой, в принципе, нечего было смотреть. Да. И что не переключай, все равно будет «Ирония судьбы». А недавно появился в прокате фильм, который мне сейчас очень нравится. Я стараюсь именно на Новый год его посмотреть. Это не русский, к сожалению, фильм, снятый в Великобритании, он называется «Реальная любовь». И там несколько историй, они происходят накануне Нового года. И там вот это ощущение праздника, любви, надежды, счастья, всего того, с чем у нас этот праздник ассоциируется, оно есть. У вас такого желания взять и перевести этот фильм, например, на татарский язык? И мы его запустим после нашего огонька, например. Хорошая идея, мне нравится. Да, почему? Ну, посмотрим, я даю вам ровно год на это. Спасибо. Рифат, а вы вот верили в Дед Мороза? Ну, недолго. Я очень быстро понял, кто играет Деда Мороза на утренниках. Это были вы? Нет, я, кстати, сам стал Дедом Морозом. Вот говорят же, возраст мужчины на 3 этапа делится. Сначала ты веришь в Деда Мороза, потом ты не веришь в Деда Мороза, а потом ты сам становишься Дедом Морозом. Вот я Дедом Морозом стал в 8 классе. Мы учились в 8-летней школе, и старшеклассники на утренниках у малышей были Дедами Морозами. Вот я в 8 классе в первый раз надел шубу и бороду. И потом еще долго... Ну, бороду вы носите до сих пор, я смотрю. Да, ну это... С 8 класса. Правда, пришлось покрасить из белого. И у меня мальчишки во дворе еще... Я уже в армию сходил, я из армии вернулся. Мальчишки эти, первоклассники, уже подросли, они меня очень долго еще по-прежнему называли Дедом Морозом. Ну а сейчас, Рифат, представьте, что Дед Мороз — это я, самый настоящий Кашбабай. Вы, например, в 1 классе стоите на маленьком стульчике и рассказываете мне стихотворение. Попробуйте. Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске неизъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет
и слава, удачный день, и вдоволь хлеба. Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Браво, Рифат, Бигзур Ахмед. Замечательное стихотворение, кстати, возьму его на заметку. Рифат, а вот есть какие-то у вас традиции, например, вот некоторые, чтобы исполнилось желание во время боя курантов, повторять желание 3 раза. Кто-то пишет его на бумаге и потом запивает шампанским или катыком, например, я не знаю. Какие-то у вас есть такие традиции? Ну, единственная традиция в нашей компании – это успеть, когда начинают бить куранты, открыть шампанское и за эти 12 ударов успеть разлить и выпить. Вот это у нас такая традиция. Хотя недавно мы поняли, что мы ошибаемся, потому что я прочитал в интернете, в Википедии, что на самом деле Новый год наступает не с 12-м боем курантов, а с 1-м. Поэтому нам надо успеть разлить до первого, и именно на 1-м ударе. Давайте мы сделаем так, что это татарская традиция, бой курантов, как только прозвучал 1-й, все, Новый год наступил. Новый год наступил. 12-й прозвучал, закончился. Ну, пусть будет так. Ну что ж, Рифат, я прошу закончить вот наш небольшой диалог красивым пожеланием нашим телезрителям. Прошу вас. Кадерлі дуслар, яңа ел белән сезне. Пусть в новом году побольше наших желаний исполняются. Мы любим загадывать на Новый год, в общем, простые вещи, чтобы был мир, чтобы было тепло в доме, чтобы были здоровы близкие, и чтобы у каждого у нас чуть побольше счастья было в этой жизни. Вот пусть эти наши простые, бесхитростные желания все-все исполнятся. Рифат Бигзур Ахмед, Сезге, большое спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами, за ваши пожелания. Ну и от Конгресса татар Челябинской области примите, пожалуйста, вот такой небольшой новогодний подарок. Бигзур Ахмед. До новых встреч. Сау болыңыз. Аңлайсызбы, бездә йола һәр елны 31 декабрьдә дуслар белән мончага йөрибез. Юнабыз. Монсы электән килә. Аңлайсызбы? Павлик, ул мончадан соң Ленинградка очарга тиеш иде. Аңлайсызбы? Мин бүген өйләнергә тиеш идем. Кемгә? Өйләнергә? Юк, монсы безнең эшкә калмый. Без монча башта минем кәләш өчен, аннан минем өчен. Сез алкашмы? Юк, сез аңламыйсыз. Мин гомумән эчмим. Мин эчсәм, эчәм чәй, кахва, шунда, катык, Байкал. Не знаю, как вам, а мне, друзья, не терпится узнать, как дела у Игоря Тумаркина. С тортом все в порядке. Сейчас мы приготовим крем. Мы берем желток, сахар 120 грамм. Итак, мы взбиваем желток с сахаром на водяной бане. Когда наш желток загустел, мы добавляем растопленный шоколад. Когда наша база для крема готова, мы убираем ее в холодильник до полного остывания. Наши желтки остыли, и мы взбиваем сливочное масло для крема. Масло тоже необходимо взбить до пышного белого состояния. Когда масло уже хорошо взбилось, мы добавляем охлажденные желтки. Когда наш крем взбился, для придания ему более пышной и нежной структуры можно добавить около 120 грамм взбитых сливок. А теперь я приглашаю всех телезрителей в гостеприимный Нагайбакский район. Давайте узнаем, как там готовятся к встрече Нового года. Рахимитегис. Әйдәгез, алға атлыйық, дүнже бетмей ул тизден. Жаңа жылны қаршы алыйық, жаңа жыл бүгін бізде. Яшәсен Россия мәңгіге, яшәсен бізні сақлап. Қайнар құтлаулар келейден, жибәре Нагайбаклар.
Здравствуйте, дорогие друзья! В этот светлый час с Новым годом вас! Желанных гостей, веселых вестей, здоровья, радости и счастья желаем мы вам в Новый год, чтоб ни тревоги, ни напасти не сторожили у ворот. А теперь нужно слово дать главе, самому главному на селе. И вот, стоя со своими касельскими земляками, я от всей души поздравляю наших друзей из Конгресса татар с наступающим Новым годом. Пусть наша с вами дружба только крепнет и развивается. Мы вас любим, уважаем, потому что чувствуем такое же отношение к себе. Дружба, удача, пусть никогда нас не покидает в следующем 2013 году. С праздником!
государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Я передаю привет всему Нагайбакскому району. Я уверен, нас там и видят, и слышат. Тем более послушать сейчас в нашей студии есть кого. Итак, встречайте солистка театра оперы и балета имени Глинки Гузели Шахматова. Исамисис Гузели. Исамисис. И Адик Аскарович Абдурахманов, художественный руководитель камерного оркестра «Классика». С Новым годом! Здравствуйте. Спасибо. Я смотрю, у вас прекрасное настроение. И скажите, пожалуйста, вот все-таки без чего не бывает настоящего Нового года? Без сладостей. Без угощений. Спасибо, спасибо. Сегодня наш новогодний стол пополняется. Позвольте, я заберу у вас все новыми блюдами. Это, я думаю, к чаю. Да. После того, как пробьют куранты. Итак, скажите, пожалуйста, Адик Аскарович, вот у вас есть любимая, например, новогодняя мелодия? Наверное, нет. Вот как встречаешься, в 12 часов включаешь телевизор, там что-то такое играет или поет. Вот это любимое в этом году. Это поздравление президенту у вас получается любимая новогодняя мелодия. Гузели, что для вас такое Новый год? Какие эмоции вы испытываете? Новый год – это радость, в преддверии счастья, ожидание чуда, подарки. Ну, вы до сих пор верите в чудеса? Конечно. Ну, давайте представим тогда, что, например, Адик Аскарович у нас Дед Мороз, сделать лицо какого Деда Мороза. Вот, отлично. А вы его внучка, и давайте поднимем настроение какой-нибудь композицией. Я вся горю, не пойму от чего, сердце, ну как же мне быть? Ах, почему изо всех одного можем мы в жизни любить? Сердце в груди. Замечательный сегодня музыкальный дуэт Бигзур Ахмед. Прям вот чувствуется в вас татарская кровь. Молодцы, красивая татарская песня была. Молодцы. Адик Аскарович, вот у вас целый оркестр под руководством. Как вот вы, кстати, поздравляете каждого оркестранта? По отдельности или собираете всех вместе? И по отдельности, и всех вместе. У нас обязательно какой-то корпоратив. Музыкальный корпоративчик. Да, где мы все собираемся, покупаем шампанское, фрукты. Или в каком-то, может быть, ресторане встречаем. То есть это все время, каждый год проходит. То есть оркестрант в Челябинской области может позволить себе сходить в ресторан, да? Ну, раз в год. Скажу так, раз в год, наверное. Адик Аскарович, очередной вопрос вам. Вот какие культурные события на Южном Урале в 2012 году вам больше всего запомнились? Их очень много, потому что наша филармония, где я работаю, предоставляет городу Челябинску замечательные музыкальные события. Потому что у нас и Мацуевский фестиваль, где очень хорошие концерты, где сам играет Мацуев, и где все гениальные музыканты со всей России, со всего мира принимают участие. Да? И, кстати, там тоже приезжал вот Гайнулин, вот, который, по-моему, с Казани, или он сейчас в Германии живет, да, то с нами выступал. Ну, в Казани прописка, живет в Германии. Да, да, вот на вроде этого. И очень-очень много-много у нас Элисо Версалаца, гениальная пианистка, приезжала с нами, играла. У нас выступала гениальная, великолепная певица, это Юдина, это Садкилава с нами выступала. То есть у нас очень много событий. А из тех, где мы не участвовали, где не участвовал камерный оркестр «Классика», то выступал такой, я считаю, что сейчас лучший оркестр в России, это оркестр Михаила Плетнева. Вот, оркестр Мариинского театра выступал. Я смотрю, время отдыхать у вас совсем нет. Ну, так и получается, Нового года. Например, грубо говоря, мы 6-7 января у нас уже у оркестра концерт, а последний концерт там 26 декабря. Ну, передаю отдельно большой привет всему вашему оркестру и с Новым годом вас, ребята. Гузелья, а вот есть у вас партии, которые вы мечтали бы исполнить, но еще ни разу не пели? Конечно. Вот. Но это партии, до которых я должна вырасти. Это партия «Кармен», из оперы «Кармен». И мне нравится партия «Виолетта» из оперы «Травиата». Вот, пожалуй, две мои такие. Ну, давайте мы их загадаем, эти желания. Я думаю, в 2013 году они исполнятся. Не в 2013, а вообще в будущем. В будущем. Адик Аскарович, Гузели, вопрос к вам обоим. Вот когда вы были маленькие, какие песни пели? Скажите, пожалуйста, на утренниках, я не знаю, в школе. Вот есть песни, которые новогодние, естественно, которые остались у вас вот в памяти? Я могу сказать. Ага. Я с самого раннего детства зарабатывал деньги.
То есть я хорошо пел и пел разные песни, особенно военные песни. Я думал, и вы скажете, я продавал инструменты. Нет, я шел, и мне какой-нибудь там 50 лет, участник войны, он спрашивал, можешь что-нибудь спеть? И давал мне на морожу там 10 копеек или что, ну, само собой, из родственников и так далее. И я там пел на вроде, шел отряд по берегу, шел издалека и так далее, и так далее. И он мне давал там 15 копеек, я шел и покупал мороженое. Давайте что-нибудь исполним новогоднее для наших телезрителей. Даже я как-нибудь помогу, просто буду молчать. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Это вся Россия знает. Спасибо, спасибо. Замечательный сегодня дуэт, замечательные песни. Но это песня номер 1 на любом празднике. Да, это песня номер 1, наверное, всех времен. Конечно. Именно России. Ну, от нашего любимого Конгресса татар Челябинской области вам, дорогие друзья, я вручаю вот эти сладкие подарки. Я думаю, они поднимут вам новогоднее настроение. Спасибо. Гузеля, прошу вам. Спасибо. Ну и для наших телезрителей прошу вас несколько слов. Даже не знаю, вот все время от Нового года действительно ты ждешь какого-то чуда или чего-то такого, что должно на следующий год сбыться. Да? Я, конечно, хочу пожелать всем, и своим родственникам, и не родственникам, вообще всем, всех благ, счастья, но самое главное здоровье. Будь здоровье, и все остальное будет нормально. А я хочу пожелать любви. Любви, любви. Кто не встретил свою любовь, чтобы обязательно она встретилась. А у кого есть любимый человек, любите его изо всех сил и берегите. И пусть будет вам счастье. Мы тоже вам желаем успехов в творческой жизни. Бигзур Ахмед, сизге большое спасибо за то, что были сегодня с нами. А я передаю слово моей коллеге Веронике Сафиной. А я, в свою очередь, приглашаю наших зрителей в театр. Встреча с Кыш-Бабаем, сладкий подарок и сказка, в которой чудеса на каждом шагу. А чем еще малышам запомнился этот праздник? Узнаем прямо сейчас. На этой елке все в лучших традициях, не только русских, но и татарских. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой малышей встречает Кыш-Бабай. Новогоднюю елку Конгресс татар Челябинской области проводит уже в 3-й раз. Ее главные участники – дошколята и ученики начальных классов. Несмотря на юный возраст, они уже вполне серьезно изучают татарский язык и культуру. Да, действительно, эта новогодняя елка стала уже доброй традицией. Мы каждый год собираем детишек со всей нашей области, чтобы они все вместе могли отпраздновать Новый год. Сегодня мы приготовили для них и представления, и подарки, и хоровод у елки. И хорошо, что эти дети могут друг с другом познакомиться, пообщаться, прикоснуться еще раз к своим корням, услышать свою родную речь, поздравить друг друга с Новым годом. Праздник объединил не только детей, но и меценатов. Группа охранных предприятий «Витязь», компании «Промарт», «Южуралстройсервис», «Жилстрой-9» и «Люксвода» с удовольствием приняли участие в организации праздника. К ним присоединились депутаты ЛДПР Сергей Вайнштейн и Андрей Ткаченко. Желаем, чтобы детишки получили удовольствие, чтобы для них вот этот Новый год запомнился, и елка красивая тут, и вообще, в принципе, думаю, представление будет нормальное. Настоящая волшебная сказка, сладкий подарок, игры и конкурсы – это далеко не все новогодние сюрпризы. В подарок каждый ребенок получил татарскую азбуку, изданную как раз накануне Нового года. Еще раз от всей души поздравляю вас, ваших близких, родителей, педагогов с Новым годом. Желаю всем крепкого, доброго здоровья, чтобы вы все очень хорошо учились. Наверняка эта елка несколько лет спустя превратится в дорогое сердцу воспоминание. Одну из страничек безоблачного и счастливого детства. Поздравить южноуральцев с праздником Кунашакский район доверил самым маленьким жителям. Они очень волнуются, но будем надеяться, что малыши справятся с этой ответственной задачей. Всі
Шунысы да хозыр инде аның. Хозыр. Бәхетне алдан күреп, планлаштырып була мине аны. Юк. Фу, нинди шыркынгыш. Нәрсә бу сезнең кайкылы балыгыгыз? Не знаю, как вам, уважаемые друзья, но мне уже не терпится попробовать произведение кулинарного искусства от Игоря Тумаркина. Итак, Игорь, как у вас дела? Наш крем готов, и уже, наверное, высушено наше безе, и сейчас мы приступим к сборке нашего торта. Мы выложили безе по окружности, теперь склеим первый слой кремом. Далее безе и снова крем. После сборки торта, перед тем, как мы начнем его оформлять, давайте немного охладим. Бесәйләрне минимумга кадр кыскартырга. Һәм тагын убырлы карчык турында. Минем бит убырлы карчыкка дәнә юк. Убырлы карчыкны читтән алмыйбыз. Үзебезнең коллективта тәрбияләйбез. Тырышырбыз. Ну а сейчас я с удовольствием представляю наших следующих гостей. Это замечательное, известное трио баянистов Динар Ибрагимов, Евгений Гайнулов и Павел Зырянов. Исян Месси Гитлер. Салям. Ой, как вы прям так четко отвечаете. Как настроение, ребят? Отлично. Поздравляю вас с Новым годом. И, естественно, хочется спросить у вас, ребят, вот что для вас Новый год? Для меня Новый год — это семейный праздник, когда я собираюсь со своей семьей за вкусным новогодним столом. Ну и, конечно,
Новый год не обходится без друзей, поэтому я люблю и с семьей, и с друзьями отмечать Новый год. А кто готовит на Новый год тут у вас? Из вас троих кто-нибудь умеет вообще готовить, ребят? Ну, конечно, мы все собираемся и, как обычно, на репетициях вместе втроем готовим. Вот непосредственно для вас мы и приготовили эту праздничную, позитивную утку. Бигзур Ахмет, Егитлер, большое спасибо. Я думаю, это блюдо займет достойное место в нашем новогоднем столе. Ну а, ребят, вот только что мы посмотрели ваше великолепное выступление на конкурсе «Татарочка-2012». Вот какие впечатления у вас? Ну, «Татарочка» на нас произвела самые большие, неизгладимые впечатления. Все было потрясающе организовано. Потрясающий подбор участников «Татарочки». Ну, конечно, подбор участников, артистов, это вы имеете в виду артистов подбор, потому что вы выступали? Конечно, артистов, да. Ну, конечно, организация. Масштаб впечатляет. Ну, а чем отличалось, вот, например, вот выступление ваше на любом другом конкурсе или вот выступление «Татарочки»? Чем лучше было? Народу было много. То есть впервые на ваше выступление собралось почти 8 тысяч, да? Вам было приятно? 8 000, да. Ребята, в 2010 году вы участвовали в конкурсе на Кубке мира и завоевали серебряную медаль. Вот 2013 год наступает. Нет желания еще где-нибудь поучаствовать в конкурсе? В 2014 году в нашей стране, в Сочи, состоятся Олимпийские игры. И у нас большое желание представлять Челябинскую область на этих играх. Вот. Но для этого нужно пройти определенные кастинги, отборы. И у нас очень большое желание попасть туда. На Олимпийские игры. На Олимпийские игры. Но мне кажется, если вы покажете видео с выступления на конкурсе «Татарочка-2012», вас обязательно возьмут. Ну, как минимум, волонтерами. Великолепное трио баянистов «Позитив». Ребят, а вот есть у вас татарские композиции? Да, конечно, есть. Ну, сколько примерно? Одна, две? Это добрая треть наших произведений, это татарская музыка. Ну что ж, трио баянистов «Позитив». Ребята, а есть татарская все-таки композиция? У нас сегодня татарский Новый год. Нашим телезрителям в подарок. Конечно, обязательно. Да. И как композиция называется? Татарские напевы. Рафаил Бакиров. Большое вам спасибо, ребят. Бигзур Ахмет, замечательная композиция. Ну а прямо сейчас у вас есть возможность поздравить жителей Челябинской области с Новым годом. Поздравляем всех с Новым годом. Желаем хорошего настроения. Побольше хорошей и позитивной музыки. И удачи в Новом году. Большое спасибо вам, ребят, за то, что пришли к нам на наш голубой огонек. Удачи вам и успехов. Бигзур Ахмет. Рахмат. А прямо сейчас у нас есть возможность посмотреть, как готовиться к встрече праздника в Магнитогорске. Внимание!
Магнитогорский дом дружбы народов. Именно в этих стенах встречаются и дружат народы, населяющие рабочий город. А накануне Нового года здесь решено было провести субботник. Как всегда, пришли татары и человек от администрации. Так, тебе, распишись, тебе. Ну что, вот это предстоит все убрать. Так это же сколько тут работает? Это же мы не успеем. Сам Секташер. Не, ну теперь-то да, теперь-то можем. Теперь-то можем, да. Швара, була. Hoppala yerden gire. Yok. Yok, biz repetitsiya Yok, bo'lmaydi. Yok. О, да это призрак недостроя, он тут часто появляется. Может, он нам поможет? Ну, давайте попробуем позвать. Айдос! Достроить бы все это надо, конечно, побыстрее, да получше. Так вот, надо, конечно, достроить, Сергей Иванович. А то ведь призрак, он так и будет. Ну когда же, Сергей Иванович, а? Когда? Ну вот, в общем-то, и все. Замглавы города по социальным вопросам пообещал, что народы смогут полноценно дружить, начиная с Нового года. Правда, не уточнил, с какого. Но мы надеемся, с ближайшим. С ближайшим вас Новым годом! Қараңғы түске жоқ. Кассаны бұзға кетеміз. Улда барамын. Барымыз да. Элексе тилиш ишлеп бит аның. Редиска. Шундук чыр жибере ул. Продолжается наша программа, а мы продолжаем радовать и удивлять наших телезрителей. Добро пожаловать в Уфу! В столице Башкирии вас спешит поздравить с наступающим праздником замечательный певец Айдар Галимов. Я вас всех приветствую, дорогие друзья, дорогие соотечественники, жители Челябинской области. Приветствую всех земляков. Я знаю, что в Челябинской области живут очень много наших соотечественников из Татарстана, из Башкортостана. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить, конечно же. Всегда возлагаем какие-то надежды на Новый год. Всегда ждем каких-то перемен. Конечно же, перемен к лучшему. Надеемся, что на самом деле в следующем году будет все лучше, чем до этого. Всем желаю добра, всем желаю здоровья, семейного благополучия. Ну и побольше встреч в Новом году. Кірген сайын күз сағышы Үшеп бара минем күңелге Тұрмыш бақшамдағы яшьлік гүлім Сары яфрақларға көмілі Әйтерсің бір мезгіл не бары Өтілген, сөтілген ғұмырым Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар Üzülüp yolgandı көңілім Әйтерсің бір мезгіл не бары Өтілген, сөтілген ғұмырым Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар Üzülüp yolганды көңілім
Sarı kışlar salkın iken, uzun iken aysız tünleri. Şunday yalğız tünde yaş hatırlayım, garmon tartıp jırlap yürgenim. Aytırсың bir mezgil ni barım, Үтілген, сүтілген ғұмырым. Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар үзіліп ялғанды көңілім. Әйтерсің бір мезгіл не барым, Үтілген, сүтілген ғұмырым. Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар үзіліп ялғанды көңілім. Талыш болып шол яшілігін, Жүгіріп кері барасы. Күз білен қыш арасы дайғына, Яшілік білен қартлық арасы. Әйтерсің бір мезгіл не барым, Үтілген, сүтілген ғұмырым. Шол мезгіл ішінде нешеме тапқырлар үзіліп ялғанды көңілім. Әйтерсің бір мезгіл не барым, Үтілген, сүтілген ғұмырым. Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар үзіліп ялғанды көңілім. Әйтерсің бір мезгіл не барым, Үтілген, сүтілген ғұмырым. Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар үзіліп ялғанды көңілім. Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар үзіліп ялғанды көңілім. Үзіліп ялғанды көңілім. Ну а сейчас я с удовольствием представляю самую красивую и талантливую татарочку Челябинской области, победительницу конкурса «Татарочка-2012» Зульфия Шахвалиева. Зульфия Исенна. Руслан. Поздравляю вас с Новым годом. Яңа ел белән. Кто с тобой пришел к нам? Мой папа Раис Ахмедгалевич, мама Земфира Манана и мои племянницы Сабина и Амина. Я сначала подумал, что это твои дети. Они так похожи на тебя. Ну что ж, Зульфия, а что в руках у тебя вот самой? В руках у меня, как видишь, салат оливье, классический новогодний. Классический новогодний, но он ведь не татарский салат оливье, хотя все татары его готовят каждый год. Ну, специально для тебя, Руслан, мы приготовили очпышмак и чак-чак. Очпышмак, ну, надеюсь, хоть очпышмак из мяса? Yeah. Спасибо, Зульфия. Ну что ж, Зульфия, вот практически несколько месяцев всего прошло после того, как ты выиграл этот конкурс. Как, изменилась вот жизнь по-другому? Начали узнавать на улицах? Нет, на улице не узнают. Бывают, конечно, случаи, но в основном это социальные сети, это телефон. То есть ВКонтакте тебе уже 1 200 000 друзей? Нет, не совсем. Очень приятно, когда в деревне, я из Муслимова, все односельчане, они поздравляют не только меня, они видят моих родителей, поздравляют родителей. Это очень приятно. Ну вот у мамы хочу спросить, как вот приятно, да, когда вся деревня знает, что ваша дочь стала самой красивой татарочкой в 2012 году? Да, конечно, очень приятно. Когда вся деревня поздравляет, вся деревня радуется, это очень приятно. Ну, теперь, наверное, она типа как в ранге королевы, дома полы не моет, не убирается, кушать не готовит, корону одела и ходит туда-сюда. Нет, она всегда все сделает, потому что постоянно на работе, она одна остается, она все умеет, все делает. Но главный приз, который она получила, это автомобиль. Вот вопрос папе. Не брали у дочки машину покататься по деревне? Нет, ну что, у меня свои есть.
своя? Да, и на свою тем более не отдаст. Вот в этом году, мне кажется, конкурс был самым масштабным не только в Челябинской области и во всей России. Вот что тебе больше всего запомнилось? Вот именно про финальную часть я спрашиваю. Финальная часть мне вообще запомнился весь финал. И сам процесс репетиции. Мы, к сожалению, многого не видели, потому что все время переодевались. Но когда я смотрела по телевизору, это было очень здорово, особенно когда выходили лошади. И с самого начала, и весь процесс, и финал, они были грандиозными, незабываемыми. Зульфия, я тебе раскрою секрет, когда мы с Маратом Башаром в гримерке готовились к началу финала, он сразу сказал, вот участница под номером таким-то, Зульфия вообще красавица, понимаешь? То есть сразу ты ему понравилась, ну, естественно, как бы, где Муслюмова, где Москва, поэтому он уехал без тебя. Но зато у тебя машина. Прямо сейчас я прошу вас, всех наших телезрителей, поздравить с наступающим Новым годом. Итак, семья Шахвалеевых, вам слово. Дорогие зрители, я бы хотела всех вас поздравить с Новым годом, пожелать вам, конечно же, в Новом году много-много здоровья, счастья, любви. Пусть все ваши заветные желания и мечты исполнятся. Будьте счастливы. И сянсау болыңыз, бақытлы болыңыз. Большое вам спасибо за ваши поздравления, Бигзур Ахмед. И от Конгресса татар Челябинской области, от себя лично вручаем вот эти сладкие подарки. Яңа ел белән сезне. С Новым годом! Спасибо. Дедушка, ну сделай уже что-нибудь, мы так никуда не успеем. И что ты думаешь, так будет быстрее? Да пожалуйста! Когда пушистый снег оденет белый свет, когда наш голый сад от снега станет сет, опять приходит к нам пургой запорошен, игрушек не купив, наш белый-белый дед. Спасибо, милый дед, ему кричи в ответ, дай Бог тебе прожить как можно больше лет. Бедняга дед всегда нас радовать готов, подслякать, пурга ему и дела нет. Балалар, барыгызны да яңа ел белән котлыйм. Шатлык, тазалык, бәхет телим барыгызга да. Бәйрәм белән. Яңа ел җилләре саулыкларыгызга ныклык, өйегезгә иминлек, өстәлләрегезгә бәрәкәт алып килсен. Хөрмәтле дуслар, по-моему, самое время узнать, как дела у Игоря Тумаркина. Ведь, по-моему, один на один с тортом его лучше не оставлять, иначе мы не узнаем, что же у него получилось. Итак, наш торт охладился, и сейчас мы приступим к оформлению. Можно использовать лепестки шоколадной глазури, любые
сахарные украшения, шарики, можно использовать сладкие конфеты. Также можно посыпать торт разноцветными розовыми шариками. Для оформления вашего торта вы можете использовать все, что угодно. Ягоды, фрукты, орехи. Оформляйте его так, как вам нравится. И в завершении мы посыпем торт сахарной пудрой. Наша белоснежная сладкая елка готова. А я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что сегодня у вас есть уникальная возможность получить новогодние подарки от Конгресса татар Челябинской области. Поэтому внимательно слушайте вопросы и присылайте свои правильные ответы. Оқылдан жаздың мәлесін, хәзір ұқтықтан. Уйлап та карамыйм. Мәхшер, оқылың бармы сені? Камашауламагыз инде. Ябыгыз ишекне. Бишметіңні іштен шығырасың бит. Вакланма инде, Наденька. Ну а сейчас всех жителей Южного Урала с Новым годом поздравит председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Рафиковна Колесникова. Дорогие друзья, Новый год – самый светлый и семейный праздник. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас в этот вечер был окружен вниманием и любовью близких. Пусть за вашим новогодним столом соберутся все те, кто вам очень дорог, и скажут вам самые теплые и важные слова. И чтобы все желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно сбылись. Счастья, здоровья, успехов в каждой семье. С праздником вас! С Новым годом! Кадрлы дуслар! Һәр гаиләгә бәхет, сәламәтлек, уңышлар телим. Бәйрәм белән сезне, яңа ел белән. И в заключение мне бы хотелось дать возможность каждому из вас получить в подарок эту замечательную куклу. Кукла выполнена мастерами из села Изнакаево, Республики Татарстан. Для этого вы должны ответить на очень простой вопрос. Где находится резиденция татарского Деда Мороза, Кыш-Бабая? Я думаю, что эта кукла принесет всем удачу и счастье в этом году. А следующие наши гости преодолели целых 350 километров, чтобы попасть к нам в студию и поздравить вас, уважаемые телезрители, с Новым годом. Встречайте народный фольклорный ансамбль «Лейсян» из села Арасланово. Исян мессіз? Бәйрәмнәр белән сезне, с Новым годом, яңа ел белән. Большое спасибо. Ну как, не замерзли в дороге? Нет. Мне кажется, такой коллектив никогда не замерзнет. Скажите, пожалуйста, а вот к новогоднему столу какие новогодние блюда готовите? Яңа ел бәйрәме, гаилә бәйрәме дип санала инде. Без шулай авылыбызда балалар белән, үз гаиләләребез белән үткәрәбез яңа елларны. Казлар пешерәбез, тукмашлар үзебез кисәбез, бәлешләр дә пешерәбез. Алмалап каз утыртабыз, тавыклар да утыртабыз инде. Столько вкусных вещей сказали, сразу хочется к вам в деревню. Что это такое вот у вас в руках? Это хворост. Вот смотрю на вас, да, вот прям глаза разбегаются. Такие шикарные костюмы где берете, где покупаете? Из Казани, наверное, заказываете? Юк, инде ул безнең авылыбызда әниләребезнеке, картнеләребезнеке сакланган. Барысы да үзләренең әниләреннән калган күлмәкләр кигән. То есть все это сделано своими руками. Своими И я вот руками смотрю на эти медали, я смотрю, вся ваша пенсия, она вся у вас на груди. То есть все деньги носите с собой. Молодцы, хороший пример. И даже можно спокойно с деревни уезжать, потому что вся пенсия на себе. Алар барысы да искеләр. А, здесь не только, да? Да. То есть есть монеты 54-го года? Почему 54-го года? У меня они вот монеты 1903 года. У вас монеты как прям борода Дед Мороза, Биг Мотор на самом деле. Ну и вопрос у меня. Вот вы, я знаю, каждый год участвуете в конкурсах, ездите по России. Вот в этом году где были? Быйыл инде Самарага бардык түгәрәк уенга. Анда икенче урын алып килдек. Фольклор этнографик композициясы буенча.
Ну а сейчас я прошу для наших телезрителей и для меня в том числе исполнить любую композицию, чтобы поднять нам настроение в этот праздничный вечер. Большое спасибо, Бигзур Ахмет, сізге шундай матур жыр жырлаган үшін за эту красивую, шикарную песню. Но я знаю, что у вас еще есть подарок для наших телезрителей. И тот, кто правильно на нашем сайте ответит на этот вопрос, получит вот эти красивые шерстяные носки размера 37-48. Итак, прошу вас вопрос. Скажите, пожалуйста, как в Казани называют татарскую снегурочку? И, наконец-то, самый вкусный момент нашей программы. В студии появится праздничный новогодний торт, так называемый сладкий бялеш от Игоря Тумаркина, лучшего кулинара мира, победителя многочисленных международных конкурсов. Здравствуй, Игорь! Добрый вечер! С праздником тебя, с наступающим Новым годом! Спасибо, спасибо за этот шикарный подарок, Бигзур Ахмет. Ну и твои пожелания нашим телезрителям. Я желаю благополучия, здоровья и любви. С наступающим Новым годом! Бигзур Ахмет, большое спасибо, Игорь. Вероника, а что ты пожелаешь нашим телезрителям? Я от всей души желаю вам счастья, здоровья и успехов. Яны ел, блин. Дорогие наши гости, раз вы уж преодолели целых 350 километров, у вас есть эксклюзивная возможность лично поздравить всю Челябинскую область, всех татар и всех жителей нашей области. Прошу вас. Кадерлі достар, яңа елда сезгә яңа уңышлар телибез. Күкләр аяз булсын, дөнья имен булсын. Яңа ел мүбәрәк булсын, табыннар түгәрәк булсын. Бигзур Ахмет сезгә, Бигзур Ахмет котлау сүзләре өчен, матур җырлар өчен и от Конгресса татар Челябинской области сезнең өчен шундый матур, тәмле шәк-шәк бүләк итәбез. Рәхмәт сезгә, уңышлар һәм яңа ел белән. Рәхмәт. Уважаемые телезрители, наконец-то наш новогодний стол обрел окончательный вид. На нем появилась масса вкусных новогодних праздничных блюд. Стол стал щедрым, богатым и красивым. И я уверен, что и предстоящий 2013 год будет для вас богатым, счастливым, принесет вам много положительных эмоций. Кадерлі дуслар, әти әниләр, әби бабайлар, балалар, мин сезне шын күңелдән яңа ел белән котлыйм, сезгә исәнлекләр, саулыклар, байлыклар телим. Яңа ел белән сезне с Новым годом! Увидимся в следующем году! Яңа ел белән! Народная артистка России Надежда Бабкина и театр «Русская песня». Русская песня!
дала, дала, дала итке белягем, неге дала, неге яна итке белягем, ит дала белягем, ит яна йөрәгем, ит дала, дала, дала итке белягем, неге дала, неге яна итке белягем, ит дала, 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 дала итке белягем, неге дала, неге яна итке белягем йөрәгем. Хорошо! Замечательно!